Мы с вами сегодня сделали большое дело. Пришли сюда, на курган славы, дружно собрались и почтили память героев Великой Отечественной войны и павших, которые остались на полях сражений, живых, которые вернулись, но также они ушли от нас. Поэтому мы сегодня подводим как раз итоги 74-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. И хотим сказать, что народ советский победил потому, что защищал свою родную страну, потому что он, наш советский народ, защищал свою родную землю, свои родные заводы, потому что при советской власти, при социализме трудящийся человек, простой советский народ, был хозяином нашей страны, в отличие от нынешней олигархической системы. Поэтому народ был непобедим, ибо нельзя победить тот народ, который защищает свою землю и свою страну. Народ должен был быть организован, и главным организатором, направляющей силой, вдохновителем была Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, коммунистическая партия Советского Союза, во главе которой стоял великий, верховный, главнокомандующий Сталин Иосиф Виссарионович, который возглавил в то время не только партию, но и правительство, и ставку верховного главнокомандования. И мудрость Сталина при общей направляющей силе партии стали тем самым как раз механизмом, который обеспечил победу советского народа. Поэтому мы сегодня должны отдать дань уважения и тем коммунистам, которые легли на полях сражений. Я выступал 5 мая во дворце Укшая и говорил о том, что первые 4 месяца в армии были призваны 1 100 000 коммунистов, и в январе от них осталось меньше половины, остальные остались на полях боевых сражений. И когда мы говорим о жертвах, о потерях Великой Отечественной войны, то прежде всего мы должны так сказать, что 70% коммунистов, которые находились в действующей армии, они остались там, потому что коммунисты, комиссары первыми поднимались в атаку и вели за собой советский народ, как раз военнослужащих Красной армии, Советской армии. Поэтому сегодня позвольте мне от имени Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Чувашского Рискома, Чебоксарского горкома партии, также Союза советских офицеров, который сегодня Бусову отдельное большое спасибо, что он организовал вместе со своими коллегами-офицерами шествие по проезжей части, тем самым подчеркнул, что Союз офицеров у нас действует, мобилизован и воюет. Хотелось бы, чтобы и дальше Союз советских офицеров у нас в республике работал все лучше и лучше. Коммунисты сегодня собрались, вчера они были на Богдана Хмельницкого. Мы понимаем свою ответственность. Страну защитить, стало быть, помнить о героях Великой Отечественной войны. Страну защитить, это сегодня надо сражаться за выполнение той самой программы «10 шагов достойной жизни» Компартии России, которая говорит, что страну можно защитить, победить только тогда, когда народ будет хозяином этой страны. Олигархическую страну никто не будет защищать, кроме тех самых наемников, которые, в принципе, не обеспечат выполнение заданий, если будет какая-то угроза их личному достоянию, личной жизни. Поэтому мы выступаем за крепкие вооруженные силы, за крепкую оборону. И слава Богу, что советское правительство обеспечило создание атомного, термоядерного, водородного оружия. Это наш гарант сегодня, что мы будем достойно защищаться. Поэтому поздравляю всех вас с 74-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне. Желаю всем вам доброго здоровья, активного долголетия, особенно нашим уважаемым ветеранам партии и Союза офицеров. Мы будем идти вперед, мы с вами обязательно победим.
честь героев Великой Отечественной войны трехкратная. Ура! 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 Товарищи офицеры, товарищи коммунисты, огромное спасибо за то, что вы сегодня все. Наши отцы и бабушки победили в Великой Отечественной войне. А теперь стоит за нами победить эту олигархическую власть. Наши внуки, наши дети. И мы их должны научить. Потому что сели на шею. Дыхнуть не дают. Если мы не будем подсказывать молодежи, чтобы молодежь, в конце концов, понимал, что им работы нет, ничего нет. Это наша вина. Мы должны в будущем. Потому что поэтому сейчас власть начал бояться. Нас везде зажимать начал. Арестовывают. Убивают. Поэтому мы разъяснять надо народу. На даче будете сейчас. Отдыхать будете летом. Разъясняйте. Сидите, беседуйте, расскажите, что Компартия старается что делать. Сегодня праздник. Я поздравляю вас всех с праздником великим. Победы 74 годы. 75 годы, чтобы мы дожили. Еще лучше, чтобы дожили, встречали. И на свой врагам красное знамя должно висеть над Кремлем 75-летия Победы. Сегодня всем обязательно предстоит, можно выпить 100 грамм за тех, кого нету, за тех, кто воевал, за тех помянуть их. Я вас всех предлагаю вот это обязательно. Отдохнуть хорошо 3 дня еще. И поэтому я вас всех поздравляю и спасибо за внимание. За 2 затяжных, 1 короткий. Ура! 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 За будущую победу. Спасибо за внимание. Вот теперь пошли дальше. Я вам скажу таким образом, когда Трептов в парке воину-освободителю памятник ставили, надо было надписи делать. Пришли к товарищу Сталину и говорят, что будем писать? Вечная память погибшим героям. Сталин посмотрел и говорит, вечная память, говорит, звучит как-то слишком церковно. Для нас вечная слава. Пусть будет вечная слава героям Великой Отечественной войны. Ура! 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 Теперь все свободны, вам разрешил даже 100 грамм. Да. Да, стороночку, ага, вот так.